В эфире новости, в студии Дарья Короленкова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах к этому часу. Якутские спасатели ведут ежедневную борьбу за безопасность на воде. Какие опасности подстерегают отдыхающих на несанкционированных водоемах, узнаем подробности. Департамент охоты Якутии призывает жителей сообщать о встречах с дикими животными. Эта информация необходима для обеспечения безопасности населения. Накынский плотник создал уникальную серьги в честь двойного юбилея. Узнаем, как памятник увековечил историю Нюрбинского комбината и Великой Победы. Для 96 тысяч работающих пенсионеров осуществят беззаявительный перерасчет пенсии с 1 августа в Якутии. Размер августовского увеличения пенсии у каждого индивидуален и зависит от суммы страховых взносов. При этом размер прибавки не может превышать 3 пенсионных коэффициентов. В этом году коэффициент составляет 145 рублей. Также увеличение коснулось пенсии по потере кормильца при условии, что на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена выплата, поступили средства, не учтенные ранее при ее назначении. Августовский перерасчет не предусмотрен для неработающих пенсионеров, получателей социальной и государственной пенсии. С 2025 года отделение Социального фонда России по Республике Саха-Якутия также возобновило индексацию пенсий всех работающих пенсионеров. Повышение выплат для них теперь осуществляется на общих основаниях с неработающими пенсионерами с учетом инфляции за предыдущий год. Если остались вопросы, позвонить можно по номеру телефона регионального контакт-центра отделения. Дорожники Алекминска пользуются благоприятной погодой для активного проведения работ. В условиях ограниченного числа подрядчиков каждый погожий день на счету для выполнения запланированного объема. Сейчас работы сосредоточены в центре города. Ограниченный бюджет города не позволяет проводить масштабные работы по дорогам, хотя необходимость в этом имеется. Тем не менее, в этом году небольшие участки соединят отремонтированные участки у нас и улицу Молодежная. В этом году в рамках нашего соглашения с «Газпромом» они нам выделили средства на частичный ремонт улицы Молодежной, на бетонирование. В этом году мы провели аукцион. У нас по улице Молодежной на участке от детского отделения поликлиники ЦРБ до офиса «Мои документы». Подрядчиком является Варданян Тигран Робертович. Там порядка 450 метров нового бетонного полотна он заливает. Также в рамках дорожного фонда муниципального образования города Алекминск мы заключили договор с ИМП «Хамберян» на заливку бетона, нового дорожного полотна из бетона возле магазина «Спасский». Работы на дорогах – процедура дорогостоящая. К примеру, отрезок порядка 60 метров у Маринского сквера стоит более 2 миллионов. На Молодежной – около 10. Учитывая финансовые возможности, на Филатова ширина составит 7 метров. Съезды будут частично заливаться бетоном, частично отсыпаться ПГСом. И все-таки мы план себе такой амбициозный ставим, чтобы в следующем году полностью всю ширину этой улицы залить бетоном, включая тротуар. Полностью ширину все-таки добить, да? Да, конечно. Мы на 2 этапа разделили. Если получится в этом году, не получится, уже в следующем году работу проведем. В этом году в городе продолжаются работы по реализации проекта газификации Алекминска. По завершении работ будет составлен план по дальнейшему благоустройству. Район сделал заявку на наши основные такие самые, скажем, плачевные дороги, которые у нас на сегодняшний день. Это дорога в авиапорт и дорога в речной порт. То есть все усилия будут именно на эти 2 дороги. Мы там же также будем предусматривать свое софинансирование. И надеюсь, что Минтранс одобрит данную заявку, которую подаст уже администрация района. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Якутские спасатели патрулируют несанкционированные пляжи. Как сообщают специалисты, только за последние несколько дней им удалось предотвратить гибель 3 человек на пляже 202-го микрорайона в Якутске. Среди них 2 несовершеннолетних детей, пытавшихся вплавь добраться до опоры ЛЭП. Еще один мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. К слову, по статистике, именно оно является одной из главных причин гибели на водах, отмечают спасатели. Кроме того, инспекторы ГИМС продолжают рейды по акватории реки Лен.
бассейнов вблизи Якутска, в том числе и по диким пляжам на островах. Они не только проводят профилактические беседы с населением, но и проверяют маломерные суда. В данное время проводится месячник безопасности людей на водных объектах. Ежедневные рейды совместные проводятся с транспортной полицией, со всеми, с ГОЧС, со службой спасения, со всеми ведомствами. Мы выезжаем по местам купания людей, проводим беседы с ПДН по делам несовершеннолетних, и тоже с детьми разговариваем, которые без родителей, что нельзя купаться. Кроме того, инспекторы ГИМСа Амгинского участка провели профилактические патрулирования в рамках всероссийской акции «Вода. Безопасная территория» совместно с сотрудниками ВД Амгинского района. С наступлением жарких дней на реке Амга увеличивается количество купающихся. В связи с этим инспекторы патрулируют места купания, проводят разъяснительные беседы о правилах поведения на воде и оказания первой помощи пострадавшим, а также раздают памятки отдыхающим. В данное время на реке Амга происшествий не зарегистрировано. Состояние реки Амга сейчас, вода выше уровня обычного. Она приходила, сейчас идет на спад. Температура воды 18-19 градусов. Для купания как раз хорошо подходит, но, к сожалению, у нас нет организованных пляжей для купания. Чтобы не оставляли детей без присмотра, были бдительными на водных объектах. Сейчас мы проводим превентивные меры, раздаем листовки, разговариваем с детьми, со взрослыми. Между тем, временно запретили сплавы по реке ботами в связи с установлением на территории национального парка Ленские столбы 4-го класса пожарной опасности. Информация о классе пожарной опасности обновляется ежедневно в 8 утра и публикуется на сайте национального парка. При 4-м классе пожарной опасности жители и гости Якутии просят воздержаться от посещения территорий парка. Департамент охоты настоятельно рекомендует жителям при обнаружении диких животных немедленно сообщать об этом в администрацию. Данная мера необходима для оперативного реагирования и принятия решения о регулировании численности охотничьих ресурсов в соответствии с действующим законодательством. Несвоевременное информирование может повлечь за собой угрозу безопасности населения и ущерб объектам животного мира. Решение о регулировании численности принимается уполномоченным органом в течение 5 рабочих дней после поступления информации об угрозе. При встрече с медведем, в тайге или в лесу, надо не паниковать и не бежать сразу, как увидели медведя, надо потихоньку, пятиться назад или стоять на месте и создавать какой-то шум. Сейчас можно в любых магазинах купить отпугивающие средства. Это, например, перцовый баллончик, фальшфейер и всякие отпугивающие приспособления. Глава города Евгений Григорьев проверил ход работ по благоустройству и озеленению площади Победы. Там планируется высадить 33 ели, посеять газон и установить автоматизированную систему полива. Почва на площади уже прошла необходимые проверки и полностью готова к посадке растений. Работы ведутся в соответствии с графиком, и их завершение запланировано на сентябрь. После завершения работ площадь станет еще более уютным местом для отдыха горожан. У нас было проведены мероприятия по улучшению структуры почвы, были внесены питательные элементы, плодородный грунт, перегной, песок. После запуска системы автополива планируется высеять газон и дальше уже ухаживать. А на осень у нас запланирована посадка елей, 15 голубых и 18 обычных наших сибирских елей. Так как площадь, она должна быть открыта, и здесь невозможно плотное озеленение, поэтому здесь только газон и ели в виде рядовой посадки. Накынский плотник изготовил для поселка Сергеев в честь юбилейных дат. Цифры 25 и 80 на нем отсылают к юбилейным датам Нюрбинского комбината и Великой Победы. Все подробности у наших коллег.
Вахтовые работники Накына приблизились к культуре саха. На площади возле третьего общежития установили ритуальный столб сарге. По поверьям детей Белого Солнца он хранит в себе историческую память и связывает мир людей с миром духов. Изготовил сарге столяр участка эксплуатации вахтового поселка Руслан Афанасьев. На деревянном столбе он вырезал цифры, отсылающие к юбилейным датам – 25-летию Нюрбинского комбината и 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Установку сакрального символа сопроводили обрядом благословения и танцем дружбы. В них поучаствовали заместитель генерального директора Алроса Алексей Дьячковский, работники Накынской площадки и алгасчиты Нюрбинского района. Не только сакральные, но и государственные символы появились в Накыне. Теперь над поселением, расположившимся на территории Нюрбинского района, развивается флаг с изображением сокола. Считается, что эта птица воплотила ум и могущество Нюрбакан, прародительницы района. Сейчас на его развитие влияет не только историческая память, но и Алроса. С компанией «Алроса» у нас есть соглашение на социально-экономическое развитие района, Нюрбинского района. Компания «Алроса» выделяет нам финансовые средства тоже на строительство, на обновление школ, капитальные ремонты. На эти средства мы вкладываем на развитие района. Напомним, на днях в Накыне открыли новый корпус общежития. О нем работники просили на форуме «Хозактив» в 2023 году. В открытии поучаствовал гендиректор Алроса Павел Мариночев. С историей Якутии можно познакомиться в Московском государственном музее Востока. Здесь обновили экспозицию искусства Северной Азии. Центральная витрина зала посвящена предметам быта и искусства народа саха. Сотрудники музея начали собирать якутскую коллекцию еще в 60-х годах прошлого века. И за десятилетия в запасниках скопились сотни уникальных предметов. Лишь часть из них представлена публике. Посетителям предлагается увидеть старинные серебряные украшения, конское убранство, изделия из мамонтовой кости, берестяную посуду. Настоящей жемчужиной экспозиции стал набор для кумысопития. Чарон является символом Якутии во многом. Как многие знают, он является своеобразной моделью мира. Он разделяется на три части. Люди живут в тулове, а духи живут в раструбе и в его ножке. И Чарон является связующим звеном во многом между миром людей и миром духов. К этому часу это вся актуальная информация. До встречи в эфире.